Селям алейкум, эфирде заман. Бүгін Қырмыш-Галнан 1331 қона студияда сілерінмен Шевкет Наматулаев, Селямлаев ве студиямыздан Мусафыры Қырымдан келген Қырымлы инсан аққорчал әжесі Лилия ханым Гемиджи. Селям алейкум, қош келдіңіз студиямызға. Алейкум селям. Яйнымызны башлар екен, бүле бір мевзудан башлайық. Бүгін Бақчысарайда махкеме күні десек олacak. Қырымның Юқары Рус махкемесі октябрның 11-де Бақчысарайда яқыланған 6 Қырым татарының шекаетіні бұне бері кечкен сені Ялтада яқалаған 6 Қырым татарының ішіні бақты. Оларының епсіні Хизбут Тахрир тешкілетіна алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Апыс мұдетлері ләғу етілмеді. Кенеді оларыны 2 айға қалдырдылар. Шымдесе адвокатларының изатларын діңлей білеміз. Вес сон субъектімізні девам етежекміз. Мы попросили, чтобы хотя бы оглашение было, решение в открытом судебном заседании, и в этом нам отказали. После этого мы заявляли отвод составу суда, нам и в этом отказали. И все, в общем, все так же, те же основания, может скрыться, может повлиять на следствие, уничтожить доказательства. Мы указывали на то, что следствие уже закончено, все доказательства собраны, все свидетели опрошены, на кого влиять и что уничтожать непонятно. Постановление суда Киевского района города Симферополь вынесено с грубейшим нарушением как международного права, так и внутреннего российского законодательства. Задержание самого Салива Сирана Салимовича, которое состоялось 11 октября, оно было с грубейшим нарушением УПК, также и избрание меры пресечения. Бұл адвокатларының изатлары, олар айтқанына көре, демек мұдлеттеріне девам еттірділер. Сіз жесіне бұл даваларда насыл бір делилер, доказательстволар бар? Бұл инсаларыны яқаладылар, насыл себеплері бар, оларына апсте тұтмақ үшін белді ме? Ну, это, в принципе, политически мотивированный процесс, это заказной процесс, и не только относительно последней бахчисарайской шестерки, это относительно всех ребят, которые привлечены по этой статье, и мы можем это с уверенностью говорить. И доказательства, которые мы приводим, мы готовили жалобы, апелляционные жалобы с коллегами по избранию меры пресечения, и мы в этих жалобах прописывали все основания, да, по которым их не обязательно держать под стражей до момента окончания расследования. Эти наши доводы защиты, они не принимаются судом, никогда не принимаются. Судебные заседания проходят в закрытом режиме, что также противоречит законодательству Российской Федерации, которое сейчас претворяется на территории Республики Крым. И то, что вот сейчас озвучил мой коллега Эдем Семедляев, о том, что даже оглашение было в закрытом режиме, это нарушение конвенции, Европейской конвенции по правам человека. То есть, если есть основания для проведения заседания в закрытом режиме, то оглашение в любом случае должно быть публичным. И таких, скажем, нарушений, да, нарушений и российского законодательства, и международного законодательства мы можем приводить массу и массу. На это не хватит даже времени. И основной довод того, что они содержатся под стражей в СИЗО, заключается в том, что они являются преступниками, которые могут помешать следствию и, ну, чинить какие-то препятствия следствию. Но как может помешать, допустим, Сервер Закиряев, который целый день только и занят тем, чтобы прокормить своих 12 детей. Я не думаю, что у него есть какие-то, ну, есть какое-то свободное время, кроме того, как заниматься целый день поиском, так скажем, хлеба насущного. Заработка. Насыл делилер, мисал olarak bu insanlarına неде қабатлайлар ве насыл делилер таптылар да bu insanlar қабатлы демек. Какие доказательства их вины есть? Ну, на сегодняшний день доказательства не предоставляются. Есть краткие выдержки из аудиозаписи, которая представлена. Все доказательства на сегодняшний день скрыты. И то, что озвучил нам один из адвокатов, Алексей Ладин, это то, что они собрались в мечети, проводили сухбет, да, то есть общались между собой, общались на религиозную тему, и все 6 комментировали данную тему. Вот
вот это явилось основанием для задержания, ну и для предъявления обвинения в принципе. Это не является нормальным. Это говорит о том, что невозможно собираться ни дома что-то обсуждать, ни в общественном месте, учитывая, что они это обсуждали в общественном месте. То есть это была лекция, которая была доступна для широкого круга людей. И тот, кто присутствовал, а там присутствовало много, потому что из представленных материалов видно и иные неустановленные лица. То есть любой, кто присутствует в мечети при обсуждении какой-то религиозной темы или при обсуждении какой-то общественной проблемы, может быть привлечен по статье терроризма. Демек ФСБ-ның кулаклары ер-ерде бар, жәмеде де olsun, evlerde de olsun. Да, конечно. Мына бақын біз тінтігілер өткерілгенін көреміз, ве серт кечірілеулер, оман хадемлері, полис хадемлері олсын, басқа етелер адамлары яқалайлар. Сіз насыл нақимет кесесіз ақлары бар ма, адамлары тұтмаға, демек итермеге, қадынлары итерелер, согелер? Конечно, никаких оснований для применения грубой физической силы, для хамского поведения относительно наших соотечественников у представителей правоохранительных, так называемых правоохранительных органов не имеется. Все это лишь делается с целью провокации, для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию со стороны людей, которые подвергаются данным действиям. Көреміз, бұл тінтігілер өткерілген вақыт шыққан дестек көстермеге шыққан инсанларына яқалай олары демек қанусыз митингте іштирак етесіз деп қабатлайлар. Керчектен де бұны қанусыз митинг деп адалдырмақ мүмкін, яда насыл бұл топлашу? Это с точки зрения международного права мы не можем говорить о том, что это не санкционированный митинг. Это стихийное собрание, которое носит мирный характер. Его можно сравнить с собранием людей возле места аварии, да, когда случилось ДТП и скапливается большое количество людей для того, чтобы помочь, для того, чтобы посмотреть, ну и для других целей. Это можно сравнить со скоплением людей возле места пожара. То есть, что такое митинг? Да? Есть четко прописанные требования к тому, что можно называть митингом. То есть, должен быть какой-то организатор, должны быть какие-то лозунги, должны быть какие-то наглядные агитационные материалы. Этого всего нет. ФСБ заранее не оповещает людей о том, что сегодня по такому-то адресу будет обыск. Пожалуйста, приходите. Никто никого не оповещает. И говорить о том, что люди собрались там для того, чтобы провести несанкционированный митинг, это, я не знаю даже, как это назвать. Это не поддается никакой логике. Вот. Это именно стихийное собрание. Это когда люди пришли поддержать своих близких, когда пришли поддержать своих родственников, да? Когда пришли выразить свою солидарность вместе с этими людьми. Көремізде видеоға шығарған инсанларын да яқалайлар, инсанларыны яқаламаға ақылар бар, олар не бозы? Мысалы, олар бір шесесілендірме четтен тұрып демек шығаралар. Вот вся проблема в том, что эти люди показывают мировой общественности, простым гражданам о том, какие нарушения происходят со стороны правоохранительных органов. Другой вины нету. Если ты оповещаешь, да, о том, что происходит со стороны правоохранительных органов, какой беспредел происходит во время обысков и во время задержаний, значит, ты уже априори виновен. Все эти процессы пытаются совершать тихо, так, чтобы не было никакой огласки и чтобы не было никакой реакции ни со стороны правозащитных организаций, ни со стороны международных организаций. Білеміз ке сіз ве дегер инсан ақыршылайжылары Киевде бүгін шығыш яптыңыз ве анда мұхбірлеріміз олды. Мұхбіріміз Эльвина Сейтбулаева азырлаған левқасын шымды бақа білеміз, сонсы бетімізді девам етерік. Адны белгілемек бойшғал етілген Қырымда қадыларының вазифесідір. Бұны аққорыжы лелегемечі білдіре. Қадылар Кремль незаретінде болынып, оларының айтқанларына еріне кетіре, бұл себептен ешкімсені ақламай. У судьи нет выбора признать человека виновным или оправдать его. У судьи есть выбор только лишь в том, какое назначено ему наказание. В сумме штрафов, то есть от 10 до 20 тысяч, либо в количестве дней административного ареста. Все уже заранее спланировано, и у судьи уже есть установка, как должно закончиться каждое конкретное дело.
Ақ қорайшылар қырынларына бүгін Ярмадада олған вазиетіні айдынатмасын деп тақып әтелер. Әнбелі олғаны бұл 3 майыс 2014 сенесінің давасыдыр. О вақыт бірқаш бен инсан қыры мемори сынығына лидер Мұстафа Джемилевнің қаршыламақы үшін шықты. Нәтижеде Кремль ona 5 жылға Ярмадаға кірішні ясақ етті. Yüzlerce insanға пара жазаларыны белгіледі, Дортанесе ғаяби апез жазасыны берді. 26 февраль 2014 сенесі Украина бірдемлігі митингде іштірак еткені үшін Ақтем Чигозны күтеви қалабалықлар тешкіл етті деп 8 жылға апез жазасы берілді. Дини алиметлері бойынша репрессиялар артта қалмай, сонки тінтулер 6 қырым татарларының тұтылғанын екінленді. Юристами Української Гельсінської спілки вже подано десятки звернень до Європейського суду. Ми дуже сподіваємося, що ці правові засоби дадуть свої результати і такій неправомірній поведінці владі Російської Федерації щодо брутального втручання в свободу мирних зібрань буде надана правова оцінка на міжнародному рівні. 300-ге ақын фальге ижғалжы махкеме мемори жаза берді. Умумен 1 миллион 300 бен гривнялық пара жазаларыны берілді. 12 инсаны енді махкем еткенлер дегер файлерінің махкемелері да девам еті. Гемечінің айтқанына көре Қырым татарлар ватанында күрешіні девам етечек. Подтверждением этому стало 14 октября, когда большое количество людей вышло с одиночными пикетами, с попыткой донести не только крымским властям, не только российским властям, но и всему международному сообществу, что крымские татары не являются экстремистами и не являются террористами. Қорғаушылар ве адвокатларының айтқанына көре, егер Қырым татарларға қаршы репрессиялар артса, ешғалжы әкеметі жауап оларақ халқара жұмачылығының тақбихыны етежектір. Эльвина Сидбулаева, Евгений Казыкин, Заман, АТР. Мұна демек, мұғберлеріміз азырлаған левханы көрдік. Сіз айтасыңыз, Қырымда наразылық ақы жоқ деп айтасыңыз. Инсанлар насылды бір көрешмек үшін усулар тапа білелер ме шымды? Да, вот один из методов мирной борьбы в Крыму была найдена форма в виде пикетирования, в виде одиночного пикетирования. История показывает, что крымско-татарский народ на протяжении долгих лет отстаивает свои права только лишь мирным путем. И это подтверждается еще раз в Крыму. О том, что не было никаких террористов, мы знаем, мы жили в Крыму более 20 лет, и мы знаем об этом не понаслышке. Навесить ярлык террористов и экстремистов на крымских татар не удастся, потому что со стороны крымских татар не было никаких кровавых акций, не было никаких террористических действий, и крымские татары всегда избирают лишь мирный протест. Лейханы біз көрдік, мұны октябрінің 14-інде бір кішілік наразылықлар Қырым бойынша олып кетшті, уақыт 49 инсаны яқалады деп айттылар. Көреміз ке Питерде, мисалы оларақ Москвада Қырым татарларға қол тұтмақ етшін, онларнен инсанлар чыға, олар демек сербез кетшері. Шымды де бақа білеміз Питерде өткерілген акцияны соны девам етерік. Обвинительные заключения, по которым люди уже получили реальные сроки, свидетельствуют о том, что дела полностью сфальсифицированы, никакого терроризма в Крыму со стороны крымских татар нет, доказательств нет, но тем не менее есть отчетливое желание пропаганды использовать вот этот старый тренд исламского терроризма, применительно на сей раз к Крыму и к борьбе крымских татар за восстановление именно украинской государственности на территории Крыма, при которой они имеют шанс на честную автономию, на соблюдение своих прав, на уважение к себе как к нации. Всегда крымские татары боролись за свои права мирными средствами. И когда оккупанты пришли в Крым и начали там педалировать тему исламских террористов, это вызывает смех. Представляете, пришли террористы, захватили чужую землю и мирных людей пытаются там обозвать террористами. Это уже глупость. У крымско-татарского национального движения богатая история, но она всегда мирная, она всегда корректная. И это такая вот визитная карточка крымских татар. И никогда не получится у русских, у Путина, у Кремля облить нас грязью. Көрдік те Питерде инсанлар шығып, сербез осы фікіріні білдірелер, бір кішілік наразылықлар кечерелер. Не үшін Қырымда қанулар бөлен чалыша демек, в Русияде башқа чалыша?
Но это, наверное, объясняется тем, что к Крыму приковано пристальное внимание со стороны международных организаций. И любое происшествие в Крыму, оно подлежит анализу со стороны международных организаций. Именно поэтому столь тщательно подходит к тому, чтобы скрывать все события, всю информацию, которая есть в Крыму, все нарушения, которые есть в Крыму. И это, скажем так, основная задача на сегодняшний день силовиков в Крыму. Мына білеміз ке Қырымда 100 бала бабасыз қалды бұл тінтулерден соң, яқаланулардан соң. Бүгін Киевде Қырымда çalışқан журналист Антон Наумлюк сергі açты. Демек, бұл балаларға бағышланған, олардың ресімлерін мына шымды көреміз. Бұл балаларға шымды дестек көстермек үшін девлет тараптан бір ярдым етіле ме? Олардың бабаларын алдылар, ама хоронталарда 12 бала, 5 бала, 7 бала, 8 бала. Олар тек анасына қалды, еді девлетте ярдым көстерем оларға. Со стороны государства мы не видим никакой помощи. Эти детки не видят никакой помощи. Эти детки остались только лишь на мам и на неравнодушных людей. Со стороны Лили Буджуровой ведется проект «Безим Балалар», «Наши дети», да, и все неравнодушные люди отправляют средства для поддержания этих детей, для того, чтобы эти дети могли каждый день что-то есть, для того, чтобы этим детям было на что-то купить сезонную одежду, для того, чтобы у них была возможность идти с необходимыми канцелярскими предметами в школу и так далее. Также неравнодушные люди оплачивают им необходимые медицинские исследования, да, либо, ну, если это нужно, какие-то УЗИ, либо другие процедуры. То есть сегодня все это держится на плечах общественности. Білеміз ке бұл соңғы тінтулерді демек бұл фаал олған инсанларына бұл Бахчисарайда Крымская солидарностьке ярдым еткен, демек кафеде инсанлар топлашайды. Оларын демек енді боғдылар yok бұл инсанларда. Енді демек Крымская солидарностьке де қаршы ұжым өткерілі десек оламы. Мы ожидаем любые, скажем, акции в отношении всех активных людей в Крыму. Независимо от того, входят ли они в объединение Крымской солидарности или не входят они в это объединение. Но мы видели, да, пример, когда вышел Сервер Ага Караметов, после него вышло, после того, как его посадили, вышло еще 8 стариков, после этих 8 вышло 100 человек. То есть, если завтра будут предприняты меры в отношении этих людей, которые вышли с одиночными пикетами, станет весь народ. И это нужно учитывать. Все это провокационные действия, да, которые направлены, они не направлены на достижение мира в Крыму. Они направлены лишь на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. И именно коренной народ Крыма подвергают всем этим неправомерным действиям. Мисал Урахмана айтасы, бұл ақсыздылықлар Қырым-татарларға қаршы япыла, бұл шетелде, Европада олсын дегер мемлекетлерде ештелер ма? Сіздің сеслеріңізді бек Қырымдан? Да, нас слышат. Реакция бар ма бұна, демек, басқаларға? Ну, реакцию, я думаю, видят все, когда принимаются различные резолюции, когда принимаются международные, скажем так, акты, когда делаются заявления со стороны правозащитных организаций, не только Украины, но и России, международных организаций, предоставляются различные отчеты и анализы, то я думаю, это именно потому, что крымчане освещают эту проблему, и именно потому, что их слышат. Көремізгі Қырымда біле бойық жезалар, пара жезалар, бұл апске алар инсанларына 10 күнге, 15 күнге апске ташлайлар шикайет етілі демек махкемекене оны қалдыра. Европа инсан ақлары махкемесіне шикаетлер берілді ма, яда yok да бұл ишлер бойынша? Да, вот в частности в отношении Асанова Марлена и в отношении Сирана Салиева, в отношении них идет преследование с 2016 года. В отношении Асанова это был обыск в кафе, директором которого он является, кафе «Салачик». Далее была целая серия различных проверок со стороны надзорных органов. Вот.
И все закончилось обыском в его доме и уголовным преследованием в отношении него самого. В отношении Сейрана Салиева его также назначили организатором митинга во время обыска возле кафе «Салачик». В дальнейшем у него проводился обыск в доме, и он был привлечен по 2 статьям административного кодекса и получил административное наказание в виде административного ареста. Сейчас мы также видим уголовное преследование в отношении Сейрана Салиева. И мы говорим о том, что это идет усиление давления. И это усиление давления, оно рассчитано на то, что активисты не будут выступать, не будут освещать и будут сидеть и заниматься своим делом. Подтверждением этому является статья на одном из российских ресурсов, если я не ошибаюсь, примечание.ру, да, и статья озаглавлена так: «Сидите дома и занимайтесь сельским хозяйством». Это то, что хотят от нас власти в Крыму. Но крымские татары не занимаются только лишь сельским хозяйством. Крымские татары – это политически активный народ, это народ, который всегда выражал и будет выражать свою активную гражданскую позицию, и который будет до последнего доносить всему мировому сообществу, что они не являются экстремистами, что они не являются террористами, и что они хотят жить свободно на своей земле, хотят свободно исповедовать свою религию, и это является основным. Ве білемізге бұл демек айтасыңыз Европа инсан құқықтары махкемесіне шикаyetlер берілі, не қадар бекілеме керек, анда демек бір қарарлар алынғанын, ве Русия бұны бежірежек ме, бұл қарарларын ерінен кетірежек ме? Но на самом деле подача в Европейский суд жалоб, она занимает достаточно длительный период, пока пройдет коммуникация и так далее. Но в отношении Сейрана и в отношении Марлена жалобы уже были поданы до их уголовного преследования. Жалобы были поданы именно по административному преследованию в отношении их. И на сегодняшний день эти жалобы будут лишь дополняться новыми и новыми фактами. Да, пройдет длительный период, пока Европейский суд коммуницирует эту жалобу и пока примет решение, но это будет, я считаю, что это будет положительное решение, что мы имеем большие шансы и перспективы в Европейском суде. И Россия на сегодняшний день не уклоняется от выполнения решений Европейского суда. Соответственно, это будут и компенсации, денежные компенсации. Ве білеміз ке мұна бақыңыз айттыңыз, бұл басқалар өткерілі ве ишғалжылар аңламаймы, демек қырым татарлар да чоқ чықажақ, да қаршылық япажақ, келішмеге, яда бірде тоқтатмаға әрекетлер yapмайларым? Но, наверное, все-таки крымские власти не до конца понимают специфику дел в Крыму, не до конца понимают менталитет нашего народа, и именно поэтому происходит усиление давления на народ. На самом деле, именно усиление давления провоцирует еще более активную гражданскую позицию, еще более, скажем так, усиленный протест против всех правонарушений со стороны государственных органов. Именно яйнымыз сонына келі, мұны Русия әкеметі қырым татарларына бұле бір серт моделер бойынша терроризм, экстремизм моделер бойынша қабатлай. Бұл неге кетіре біле? Бұл дүнияға көстермеге стелер қырымда кімнен көрешкенлеріне еді недір? Ну, я, наверное, скажу так, что эта борьба в целом идет по всей России, но в частности показать крымских татар в качестве террористов, и это очень выгодно, именно потому, что если будут крымские татары террористы, соответственно, мы в отношении них можем применять более сильные методы влияния и более сильные методы давления, да? Но на сегодняшний день это не удается. Çok sağ olun Лилия ханым, студиямызға келгеніңіз үшін шеріжілерімізге қатырлатам. Біздер бүгін студиямызда Лилия Гемиджи еле бұл Қырымдан келген Аққорчалайджи еле субетлештік Қырымда олған басқалар ве Қырым татарларға қаршы олған репрессиялар аққанда дайма атырылы олыңыз эфирімізді есе ақшам программасы девам ете көрішкенже.